Камарбзия Мегубребу. Я Давид. А это сепаратисты Абхазии празднуют так называемый День Победы. Итак, 30 сентября в столице оккупированной Абхазии в Сухуми сепаратисты отпраздновали 32-ю годовщину так называемой Победы. И эти так называемые победители уже 32 года как выпрашивают у так называемого побежденного, то есть у Грузии, признание своей победы. В истории человечества, наверное, трудно найти другой такой парадоксальный пример. Победителей, которые молят побежденных узаконить их триумф. Что касается Грузии, конечно же, нам необходимо понять, что Грузия действительно готова к признанию независимости нашей страны. Так что же празднуют абхазские сепаратисты? А празднуют они победу, преподнесенную им на блюде России. В августе 1992 года народ Абхазии стал на путь защиты своего права на жизнь. Россия тогда была с вами, наши народы связала кровь, пролитая вместе за справедливость. Празднуют этночистку грузинского населения Абхазии, подтвержденную несколькими резолюциями ОБСЕ, под которыми, кстати, подписывалась и сама Россия. Также они празднуют победу без чести, не раз нарушенное ими перемирие и нападение на бездорожный город Сухуми. В итоге насилие и уничтожение беззащитных грузинских женщин, детей и стариков. И вот в одну ночь затворы были переданы только абхазской стороне, а грузинские затворы остались под контролем российских войск. И таким образом перемирие было нарушено, и, конечно, это было просто убийство. Еще наши независимые празднуют русификацию. Не Россия. Это Россия. Михаил, мы с вами говорили. Мой путь тебя не пряник, Герман. День российского флага. Поздравляем, с Днем флага. Спасибо. Сегодня, в День государственного флага Российской Федерации, мы раздаем триколор. Отрадно, что сегодня откликаются не только туристы, жители России. Назначение наместником Абхазии Сергея Кириенко. Нулевой бюджет и такой же уровень медицины. Празднуют упразднение абхазских паспортов и водительских удостоверений. В итоге, каждый год 30 сентября сепаратисты празднуют процесс своего потенциального исчезновения.